Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня я проведу у вас урок математики. Вот опять звенит звонок, приглашает на урок. Будем мы смекать, будем мы решать, новые приемы вычислений будем изучать. Проверьте свою готовность к уроку. Запишите в своих тетрадях сегодняшнюю дату. Классная работа! Урок. Посмотрите, на экране ряд чисел. Прочитайте числа. По какому принципу построен данный ряд? Правильно, по возрастанию. Найдите лишнее число. «100 785 лишнее», так как в этом числе самый высокий разряд – сотен тысяч, а в остальных разряд – десятки тысяч. 10 785 – многозначное число. Многозначное число, которое состоит из 1 сотни тысяч, 0 десятков тысяч, 0 единиц тысяч, 7 сотен, 8 десятков и 5 единиц. Сумма разрядных слагаемых: 100 785. Пропишите всю строку данное число, правильно записывая в клетке каждую цифру. Сегодня мы продолжим увлекательное путешествие по загадочной и великой стране математика. Вам предстоит думать, вычислять, соревноваться, открыть и изучить новую тему. Ребята, тему сегодняшнего урока вы узнаете, правильно решив примеры и записав под ответами соответствующие буквы. Проверяем. 30, 120, 272, 40, 2200. Знание о каком арифметическом действии мы сегодня будем углублять? Правильно, деление. Молодцы! Теперь посмотрим с вами на слайд, где нам предложено выражение. Наша с вами задача сравнить выражения каждой пары. В чем сходство этих выражений? Какое действие выполняется первым в левом выражении? Верно, умножение в скобках. Какое последнее? Деление на произведение двух чисел. Молодцы! Тема урока звучит так: деление числа на произведение. Сегодня на уроке мы узнаем способы деления числа на произведение. Научимся пользоваться рациональным, то есть удобным способом вычисления, и сможем применить вычислительные навыки в жизни. На этом уроке мы рассмотрим деление числа на произведение чисел.
познакомимся с 3 способами деления числа на произведение чисел и докажем, что во всех случаях получается одинаковый результат. Потренируемся также выбирать наиболее удобный способ деления. Ребята, сегодня Октан отмечает свой день рождения. Он пригласил к себе 5 своих друзей. Перед приходом друзей они с мамой готовят угощение, пиццу и именинный пирог. Поскольку у мамы только одна форма для выпечки, пицца и пирог получились одинаковой прямоугольной формы. Все уже на столе. Но вот проблема. Как разделить пиццу и пирог на 6 равных частей, чтобы не обидеть никого из гостей? Октан попросил маму помочь ему. Мама сказала, что разделить на 6 совсем не трудно, если вспомнить, что 6 – произведение чисел 2 и 3. Разделим нашу пиццу на 2 половины. Затем каждую из полученных частей делим еще на 3 равные части. Получилось 6 одинаковых по размеру кусков пиццы. Тут к праздничному столу подошел папа и предложил свой способ деления на 6. Он разделил пирог сначала на 3 части, а затем каждую из полученных частей еще пополам, то есть на 2. У папы тоже получилось 6 равных по размеру пирога. И Октан, и его друзья были очень довольны. Итак, для деления на 6 мы использовали правило деления на произведение чисел. Посмотрим, как выглядит это правило в случае деления числа 12 на произведение чисел 2 и 3. Разделить число на произведение можно 3 способами. Первый способ – вычислить произведение и разделить на него число. Второй способ – разделить число на первый множитель и результат разделить на второй множитель. Третий способ – разделить число на второй множитель и результат разделить на первый множитель. Теперь ты можешь выполнять деление любым из этих способов. Но лучше выбирать тот, который будет наиболее удобным теме. Мы сегодня с вами изучили правила. Чтобы разделить число на произведение, надо найти произведение и разделить на него число. Разделить число на первый множитель и результат разделить на второй множитель. Разделить число на второй множитель и результат разделить на первый множитель. Теперь мы с вами воспользуемся этим правилом в выполнении задания, которое мы сегодня с вами узнаем. Давайте порассуждаем. Верно ли утверждение, что все эти равенства верны? Как это проверить? Пользуясь правилом порядка выполнения действий, вычислим значение левого выражения от знака равно
и правого выражения от знака равно. Если их значения одинаковые, значит равенство верное. Итак, в левой части по правилу порядка выполнения действия нужно сначала выполнить действие в скобках. В правой части по правилу выполнения действий здесь нет скобок, поэтому действия выполняем по порядку. Значение левой части 6. Значение правой части 6. Они одинаковые. Значит, равенство верно. Выполним действие в скобках. В левой части, в правой части. Значение левой части равно 2. Значение правой части равно 2. 2 равно 2, значит равенство верное. Следующее выражение. Левая часть. Правая часть. 3 равно 3. Равенство верное. Левая часть. Правая часть. 3 равно 3. Равенство верное. 3 способа деления числа на произведение. Вы заметили, что все равенства похожи. Во всех равенствах слева делим число на произведение. Справа же числа, но без скобок, и выполняется только деление. В первом и втором выражении справа число делим сначала на первый множитель, затем на второй множитель. В третьем и четвертом выражении справа делим число сначала на второй множитель, а потом на первый множитель. Сделаем вывод. Если все равенства верны, значит число можно разделить на произведение 3 способами. Первый способ. Можно вычислить сначала произведение в скобках и затем число разделить на значение этого произведения. Второй способ. Можно сначала разделить на первый множитель и полученный результат разделить на второй множитель. И третий способ. Число можно сначала разделить на второй множитель и полученный результат разделить на первый множитель. Мы сегодня с вами познакомились с правилом деления числа на произведение и использовали это правило для нахождения значений выражения. Посмотрите, как правило деления числа на произведение упрощает нахождение частного чисел 560 и 14. Представим 14 в виде произведения чисел 7 и 2. Затем разделим число 560 на первый множитель 7. А полученный результат разделим на второй множитель 2. 560 разделить на 7 будет 80. 80 разделить на 2 получится 40. Вот наше путешествие подошло к концу. И нам пора подвести итоги нашего сегодняшнего урока. Сегодня мы с вами на уроке узнали,
способы деления числа на произведения. Научились пользоваться рациональным, удобным способом вычисления. И теперь можем применить вычислительные навыки в жизни. Телеурок. Оцените свою работу лучиками солнышка. Дорисуйте лучики желтого цвета. Если мне очень понравился урок, получили много интересной информации. Зеленого цвета. Урок понравился, но не со всеми заданиями справился. И красного цвета. Урок интересный, но мне нужна помощь учителя. Всем спасибо. Урок окончен. До свидания. До новых встреч.